Конституцию Российской Федерации перевели на коми-пермяцкий язык. О родном языке мнение директора Кудымкарского филиала Удмуртского государственного университета Анатолия Коньшина. Здравствуйте, Анатолий Евдокимович. Здравствуйте. Скажите, все-таки Конституция Российской Федерации на коми-пермяцком языке, она востребована? Она востребована в первую очередь потому, что каждый гражданин Российской Федерации по этой Конституции может и должен знать свой язык, имеет право все документы иметь на своем родном языке. Чтобы исполнять эти документы, прежде всего, это надо знать Конституцию на родном языке, все статьи Конституции. Поэтому мы и приняли решение совместно с уполномоченным по правам человека Пермского края перевести Конституцию с русского на коми-пермяцкий язык. И, в общем-то, у нас получилось неплохо. Мы провели презентацию, и практически во всех районах народ отзывался положительно. Вы директор Кудымкарского филиала Удмуртского государственного университета. Ваши студенты изучают коми-пермяцкий язык или, может быть, удмуртский? Нет, удмуртский язык мы не изучаем, поскольку мы изучаем свой родной коми-пермяцкий язык, и в этом нам никто не мешает, никто никаких условий не ставит. Нам нужны специалисты со знанием коми-пермяцкого языка, поскольку 95%, может даже 96% эти специалисты у нас трудоустраиваются на месте в нашем коми-пермяцком округе. И для того, чтобы общаться с населением, общаться с людьми на периферии, обязательно каждый специалист должен знать свой родной язык или, по крайней мере, хотя бы на бытовом уровне общаться с народом на своем родном языке. Можно ли сказать, что ваш вуз готовит национальных кадров? Да, конечно. Конечно. Наша задача как раз и состоит в том, филиал мы для того и открыли, чтобы готовить свои специально национальные кадры. Прежде всего, каждый специалист, экономист, юрист или учитель, скажем, иностранного языка, учитель истории, учитель технологии и предпринимательства, они должны быть адаптированы, вписаны в наше национальное, коми-пермяцкое национальное пространство. Поэтому, да, я с уверенностью могу сказать, что мы готовим национальные кадры для своего, в основном, округа, отчасти, может быть, шире для Пермского края. По вашему мнению, знание коми-пермяцкого языка помогает карьерному росту? Обязательно, конечно. Значит, вот мы подготовили юристов. Вообще мы подготовили сейчас уже порядка 1200 человек специалистов для всех направлений и хозяйства, и повседневной жизни. Допустим, в правоохранительных органах у нас уже те, кто хорошо понимают, знают, общаются на своем родном языке, они уже работают в районах заместителями прокуроров районов, заместителями начальников отделов милиции, помощниками судей. В суде, как нигде, надо знать язык, и, естественно, в первую очередь, кто хорошо ориентируется, хорошо знает и может общаться свободно на родном языке, они востребованы обязательно в этих органах. Но не только, да и экономисты у нас хорошо выросли, скажем, в банковских органах, в налоговой системе. Везде же надо все равно общаться с людьми, с народом, на родном языке прежде всего. А такие люди, они, конечно, востребованы в первую очередь. Спасибо, Анатолий Евдокимович, за интересную точку зрения. Пожалуйста. Таково мнение о родном языке директора Кудымкарского филиала Удмуртского государственного университета Анатолия Коньшина.